Глава Коми уже второй день работает в Троицко-Печерском районе. В программе рабочего визита инспекция важных социальных строек, встречи с жителями и экскурсия в Печоро-Илычский заповедник. Началась официальная повестка с осмотра жилого дома, возведенного в рамках программы переселения в поселке Нижняя Омра. Ключи от него новоселы получат уже в сентябре. Это будет каркасно-щитовой дом с газовым отоплением, централизованным водоснабжением и автономным водоотведением. Таким образом, муниципалитет окончательно выполнит обязательства перед 196 семьями. В ходе осмотра строящегося 14-квартирного дома Сергей Гапликов обратил внимание на благоустройство двора, который является общим с уже построенным домом. Застройщикам приказано не тянуть с работами, а сделать это сразу по завершению отделки. Впечатление от увиденного губернатор выразил на личной страничке в Инстаграме. Что ж, скажу честно, реализация программы дается непросто. Очень сильные чувства обуревают, когда задаешься вопросом, сколько закопали в Серегово и сколько людей уже могли бы жить в комфортном новом жилье. Чем думали? Но жизнь продолжается. Страница плохой истории перевернута. Сергей Гапликов осмотрел и другой строительный объект в Нижней Омре – реконструированную школу. Ее ремонт из-за нерадивых подрядчиков затянулся аж на 3 года. Сейчас все работы завершены. Интересно, что в одном из крыльев здания помещение для детсада на 50 детей. Также важным моментом стала неформальная встреча с местной активной молодежью. Моя коллега Любовь Филиппова находится на месте, и вот какие подробности она сообщила дополнительно. Первой, пожалуй, одной из основных точек визита главы стала деревня Гришестав. Место, где проходит известный уже не только в республике, но и далеко за ее пределами экологический арт-фестиваль «Сена». Там Сергей Гапликов встречали молодые активисты Троицко-Печерского района. Практически все они волонтеры, участвовавшие в организации масштабного экопраздника в этом году. За плечами ребят и другие крупные проекты района. Подробнее о своем молодежном движении активисты рассказали главе в неформальной беседе за круглым столом. Он же, в свою очередь, отметил, главная задача – сохранить деятельность молодых в районе и продолжать оказывать им поддержку. За это Сергей Гапликов поручился лично. Сегодня глава проинспектировал ход ремонта дороги от Троицко-Печерска до Якши и накануне учебного года посетил общеобразовательную школу. В самом же поселке Сергея Гапликова ждала экскурсия по гусеферме. Ферма, к слову, существует уже 68 лет. Раньше на ее базе проводилось большое количество научных исследований. Сейчас же это главным образом туристический объект. Сотрудники рассказали главе о планах создания здесь же и визит центра. Любовь Филиппова, телеканал Юлган, Троицко-Печерский район.